27 марта 2024 года в прокуратуре республики под председательством исполняющего обязанности прокурора республики Сергея Губина проведен круглый стол по вопросам защиты прав граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В мероприятии приняли участие руководители и представители заинтересованных министерств и ведомств, правоохраны, банков, общественности и средств массовой информации. Так, в 2022-2023 годах общий ущерб, причиненный жителям республики от преступных действий интернет-мошенников, составил около 1,5 миллиарда рублей. Только в 2023 году от преступных действий пострадало свыше 2900 человек возрастом от 15 до 73 лет. Основная группа потерпевших – это лица трудоспособного возраста, имеющие постоянный источник дохода от 30 до 49 лет. Это больше 42%. Почти 20% – это люди в возрасте от 60 лет и старше. В ходе мероприятия, в том числе от средств массовой информации, поступили предложения об усилении работы по профилактике, большей информационной открытости, активного взаимодействия банков в выявлении при получении кредитов граждан, попавших под воздействие мошенников, и, конечно, проведение профилактических мероприятий в предприятиях и организациях. Все поступившие по итогам круглого стола предложения по совершенствованию деятельности, организации совместных мероприятий будут учтены в дальнейшей работе органов прокуратуры республики с привлечением задействованных министерств и ведомств. О том, как противостоять мошенникам, мы и поговорим в нашем новом выпуске передачи «Про деньги». И сегодня у нас в гостях Губин Сергей Анатольевич. Сегодня у нас в гостях Губин Сергей Анатольевич, первый заместитель прокурора Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Да, и первый вопрос хотелось бы задать в рамках того круглого стола, который прошел недавно. Открывая совещание, вы отметили, что с 2018 года по 2023 год в республике рост данного вида преступлений составил 317%. С 511 до 2133. Как вы считаете, рост пострадавших от действий дистанционных мошенников продолжит расти? И какова статистика в нашем регионе по преступлениям, связанным именно с телефонным мошенничеством? К сожалению, рост продолжается. На сегодняшний день по итогам 3 месяцев преступлений, совершенных в сфере ТТ, у нас зарегистрировано 776 преступлений. Из них чисто телефонных мошенничеств порядка 500 преступлений. Эта цифра отличается от первого квартала прошлого года. Но есть позитивная динамика. В сумме причиненного ущерба сумма несколько ниже. Вот по телефонному мошенничеству у нас порядка 2 миллионов граждан потеряли в прошлом периоде. За эти 3 месяца прошлого года данная сумма варьировалась порядка 250 миллионов рублей. Угу. Поэтому как мы с вами сработаем в профилактике, так и доведем до более широкого круга населения эту информацию. От этого будет зависеть. То есть вы согласны с тем, что профилактика, она решает проблему? В данной конкретной ситуации, я думаю, акцент надо делать прежде всего на профилактику, поскольку материалами дел устанавливается, что данная деятельность осуществляется из-за рубежа, в частности, с территории Украины. И раскрытие этих преступлений из-за применения современных технологий достаточно представляет определенную сложность. Поэтому акцент надо делать, конечно, на профилактике и на работе с банками. Угу. Тогда какие основные способы хищения применяются мошенникам, если они ведут свою работу аж вот с ближнего зарубежья? Способов достаточно много, но я хотел бы остановиться на 2 основных способах, при которых люди теряют самые большие крупные потери денежных средств. Вот, даже если статистику взять за прошлую неделю, у нас было зарегистрировано 23 мошеннических действия. Из них 4 – это схема звонок сотрудника
ФСБ, и у нас 4 потерпевших потеряли из недельной суммы потерь из 10 миллионов 7 миллионов потеряли. Вот поэтому на протяжении, как мы анализировали, последних 5 лет, эта схема практически не меняется. Цель мошенников войти в контакт с потерпевшим под любым предлогом. Предлоги разные. Одна, так скажем, из успешно, в кавычках, реализуемых ими схем — это звонок или WhatsApp, Telegram сообщение от руководителя организации, где работает потерпевший, будь то директор школы, больницы, учебного заведения, любой организации, с сообщением о том, что произошла некая проблема в коллективе, и сейчас тебе наберет сотрудник ФСБ, МВД, Нацбанка. У человека возникает доверие, руководитель. При этом хочу обратить внимание, что это не взломанный аккаунт, это просто создается лже-аккаунт с фотографией руководителя. Все руководители у нас в интернете, на официальных страницах учреждений присутствуют, поэтому, я думаю, там нет труда найти это изображение. И, соответственно, человек, не перепроверив, доверяя руководителю, входит в общение вот уже с мошенниками. Ну а дальше вот чувство доверия сменяется чувством страха, когда человек огорашивает информацией. Очень часто последнее сообщение, что с вашего счета происходит финансирование ВСУ, либо на ваше имя оформляется кредит, либо любая другая информация, которая человека вводит в страх, и дальше человек уже начинает какие-то действия необдуманные, порой даже нелогичные. Даже когда сообщает о том, что на вас оформляется кредит, человеку предлагают оформить другой кредит. Как бы логики нет, но, к сожалению, потерпевшие, будучи обманутыми, находясь вот под давлением, под страхом, проводят эти действия. Также анализ показывает, что это не просто какое-то там разовое сообщение. Человека берет в плотную психологическую обработку, техническую обработку. В чем это заключается? Человеку направляют массу документов различного характера, начиная от служебных удостоверений до бланков различных организаций. Допустим, одна из потерпевших, ну и многие из потерпевших получают сообщение с печатью, подписью, электронная печать, гербовая синяя печать о том, что зарегистрирован финансовый инцидент с Ивановой Тамарой Петровной. Для решения этого инцидента назначен сотрудник Нацбанка, фамилия, имя, отчество. Затем на ваше имя открыта безопасная ячейка, безопасный счет, тоже подпись, печать и так далее. То есть человек попадает в такую обработку буквально часами. Несколько преступников под различными предлогами проводят беседы. Очень часто у нас люди участвуют в специальных операциях. То есть называют эту проблему финансирования ВСУ или проблемы с банками, или в коллективе какие-то завелись подозрительные личности. Человеку не предлагают, а, так скажем, настаивают на участии в специальной операции, предупреждают о несуществующей ответственности за разглашение данных этой специальной операции, за отказ от участия в специальной операции. Последние фразы у нас были: вы что, поддерживаете бандеровское движение, не хотите помогать правоохранительным органам? И человек, как правило, мы беседуем в прокуратуре с потерпевшими, это, как правило, пожилые люди, и, как правило, у них какая-то сложная жизненная ситуация. Ну, допустим, женщина потеряла 2 недели назад мужа, она говорит: да, к нам приходили, нам рассказывали об этих способах, но я как была как в тумане. Кто-то пришел с ночной смены, просто еще у него психологическое состояние такое. Кто-то только что там проснулся и зашел в это общение, и дальше вот идет такое общение. Поэтому я хотел бы жителей республики предупредить, что никаких специальных операций дистанционно не проводятся. Законом они не предусмотрены. Если будет проводиться какая-то специальная операция правоохранительными органами, то вы будете приглашены в служебный кабинет, где будут реальные сотрудники, будут оформлены процессуальные документы, вы поставите там подписи. И участие граждан в специальных операциях достаточно редко. Как правило, сотрудники сами проводят все специальные операции. Поэтому вот эти ключевые слова: финансирование ВСУ, специальная операция, на ваше имя оформляется кредит, должны быть звонком и прямой командой для вас: положите трубку. Положите трубку, прекратите разговор. Никакой специальной операции, никакого кредита нет. Что касается кредита, когда потерпевшие получают такую информацию, здесь тоже важно понимать, что если без участия
гражданина оформляется какой-то кредит на его имя, то финансовую ответственность несет банк. Если взломаны системы безопасности банка, то люди, физические лица, клиенты банка материальную ответственность не несут. Но если человек передает коды, сообщения получаемые, подписывает тем более какие-то бумаги, ну, естественно, вы получаете кредит. Мы все подписываем банковские документы на дистанционное обслуживание. И направление кода, который вы продиктовали мошенникам, является юридическим основанием выдачи для вас кредита. Тогда вот финансовая ответственность ложится на человека. Поэтому если вам сказали, что на вас оформляется кредит, а вы никаких действий не производили, тоже спокойно положите трубку и проясните ситуацию через официальный звонок на номер телефона, который изображен на вашей банковской карточке. Многие спрашивают в комментариях в социальных сетях, особенно под оперативными сводками МВД, когда они пишут о случаях, связанных с телефонным мошенничеством. А сколько же грозит, какой срок грозит телефонному мошеннику? До 10 лет лишения свободы. Что касается именно телефонного мошенничества, 159 часть 4, ущерб особо крупный, 10 лет лишения свободы. И еще было сказано, на пресс-конференции МВД было сказано, что у преступников или связанных с преступниками людей конфискуют имущество. Все, что было связано с преступной деятельностью, начиная от мобильного телефона, заканчивая автомобилем, который использовался для перевозки спецоборудования, конечно, ставится вопрос об аресте данного имущества. И также перед правоохранительными органами поставлена задача по выявлению всего имущества лиц, задействованных в этой деятельности, и наложения ареста с целью обеспечения причинного ущерба преступлениям. Ну, то есть есть вероятность все-таки жертвы мошенников хотя бы часть... Такая вероятность есть, и есть практика, и достаточно мы ориентируем, и правоохранительные органы уже на это в первую очередь заточены, что в первые сутки, чем быстрее человек обратится в правоохранительные органы, тем у нас больше шансов заблокировать счета, потому что деньги не моментально перечисляются, есть еще возможность отмены. И здесь важно обратиться в правоохранительные органы, и, может быть, даже в первую очередь в банковское учреждение, если у вас был банковский перевод, не через банкомат деньги были перемещены, а через банковское учреждение. Вы, как инициатор этого платежа, имеете право по заявлению заблокировать этот платеж. Поэтому, может быть, даже в первые минуты обратиться именно в банк, ну и потом в правоохранительные органы. У нас есть примеры, когда мы блокировали суммы и деньги эти возвращали. Ну, да. Еще хотел бы отметить из важных обстоятельств уже абсолютно нелогичное поведение потерпевших, когда они перечисляют деньги через банкоматы на продиктованные им номера. То есть это номера не каких-то официальных организаций, не правоохранительных органов, а диктуют номер физического лица, и люди перечисляют буквально пачками, миллионами рублей через банкомат. Поэтому крайний, так скажем, совет, если вы уже попали в такую ситуацию, и вы уже в руках держите наличность, и вам сказали, переведи ее через банкомат, то прям вот это один из наипервейших признаков, что вы эти деньги потеряете. Как стоп-сигнал должен звучать. Стоп-сигнал, переведи деньги через банкомат, все. Никакой правоохранитель, никакой Нацбанк, ни ФСБ, ни прокуратура не работает вот по такой схеме, переведи деньги через банкомат. То есть вы переводите деньги туда, в Украину. А как вам понравилась идея, кстати, с тем, что вот сейчас некоторые банки стали ставить полицейских рядом с банкоматами с предупреждением о том, что, например, вы можете стать жертвой мошенников, если вдруг человек разговаривает с каким-либо незнакомцем, который просит его перевести куда-либо деньги? Я думаю, что все способы хороши, и это в том числе, мы акцентируем работу на банках, чтобы при получении крупных сумм кредитов и при даже распоряжении крупными суммами все-таки в операционном зале у человека проясняли и пытались выяснить все-таки, в каком состоянии этот человек находится. В прошлом году даже Конституционный суд Российской Федерации вынес решение, в котором приписал, что банки при проведении этих операций должны быть предусмотрительны. А с июля этого года вступает в действие федеральный закон, который обязывает банки при переводе денежных средств, если это была какая-то нестандартная операция, замораживать на 2 суток и у клиента прояснять цель перевода этих денежных средств. Если это не произведено, то в течение 60 суток по заявлению гражданина эта сумма должна быть ему возвращена, потерянная сумма денег, если банк не провел эту работу. Поэтому
все-таки мы с банками работаем. Банки идут навстречу, такую работу проводят. Региональный наш банк, Алмаз-Регионбанк, даже некоторые уже к нам поступали жалобы, что хотели получить кредит, но вот прокуратура запрещает. Хочу сделать акцент, что мы не запрещаем, но мы настаиваем на с банками в работе, чтобы они проясняли, зачем, рассказывали. Мы сняли краткий ролик такой, где рассказываем о типичных схемах мошенничества, методические рекомендации по проведению беседы, что все-таки человека, когда пенсионер пришел и просит 3 миллиона рублей на покупку крупного рогатого скота, ему 87 лет и целое стадо, что все-таки его завели в отдельный кабинет, провели с ним беседу, показали этот ролик, и, может быть, он узнает свою ситуацию в этом ролике, и попытались раскусить этого человека. Но если человек был полностью предупрежден, но все равно это сделал, но ответственность все-таки будет на человеке. Еще один способ – это инвестиции. Еще один из способов мошеннических действий, при помощи которого люди теряют крупные суммы, это так называемая инвестиционная деятельность. Здесь бы я, может быть, конкретный пример кратко расскажу. Одна из жительниц города Якутска попалась на рекламу в интернете. Изначальная сумма капитала, которая у нее был 350 тысяч, она решила умножить до 400, чтобы сделать в квартире ремонт. Заполнила анкету. В течение 5 минут поступил звонок. 5 минут ей рассказывали об общих принципах этой инвестиционной деятельности. Затем перевели звонок на человека, который только сегодня, только для вас, сейчас вам все расскажет. В течение часа следующий звонивший красочно описывал сверхдоходы, рассказывал о том, что это деятельность железная, получить доход и так далее. И затем был закреплен за потерпевший так называемый инвестиционный менеджер, там разные названия, который дальше уже вел потерпевшую. Она ему представила функцию демонстрации экрана через Skype. Он руководил, как скачать приложение. Достаточно красивое, богатое, дорогое приложение, где отмечался баланс и котировки нефтегазовых рудных компаний. Потерпевшая очень аккуратный человек, все записывала в тетрадку, ввела запись на диктофон и частями сначала 5, 10, и потом все деньги перечислила. Отобразился баланс, все было видно в долларах, переводила через приложение Wallet. Конвертировала якобы это в доллары, и был перевод. Ей дали пару раз вывести сумму, 22 тысячи рублей, и у нее создалось впечатление, что она может вывести всю сумму вместе с процентами. Затем ей было предложено увеличить капитал, и она получила кредиты. Общая сумма своих кредитных средств у нее составила 1 300 000. Можно было бы на этом остановиться, но она убедила еще своих 2 взрослых дочерей, причем одна из них ведущий специалист одного из банковских учреждений, которые осмотрели, да, хорошее предложение, согласились и взяли кредит 3 миллиона. Ну и дальше начались предлоги. У вас нет лицензии, давайте приобретем. Вы не так перевели, не было кодового слова, давайте еще перейдем. И все это под предлогом того, что деньги заморожены, не сможете вывести. Тут уже появилось чувство страха, чувство, так скажем, заработка сменилось чувством страха, и стали предпринимать действия по выводу этих денежных средств под различными предлогами. Покупка лицензии, оплата штрафа американской полиции, которая распознала какие-то подозрительные операции, необходимо увеличить капитал. И потом еще 3 подруги были введены в заблуждение, еще 3 миллиона. Общая сумма порядка 8 миллионов. Потерпевшая сама, 2 дочери и 3 подруги опосредованно ввела в заблуждение. И, к сожалению, это вот нередко люди попадаются вот на такую схему. Поэтому с инвестиционной деятельностью нужно быть очень аккуратно. Если работаете, то, наверное, с реальным экспертом, который где-то в офисе здесь присутствует. И надо понимать, что это очень специфичная и рискованная деятельность, и заработок на ней возможен, но очень маловероятен. Конечно, я уверена, что ни одному банку не выгодно, когда человек не будет платить по кредиту. Ведь если брать, допустим, те же 3 миллиона, то платеж по кредиту составляет порядка 200 тысяч рублей в месяц. То есть человек должен прекрасно понимать, какая кредитная нагрузка ему будет, его будет сопровождать в течение выплаты всего этого времени, пока он будет выплачивать кредит. Вот. И давайте, наверное, повторим, что же делать человеку, если вдруг он стал жертвой мошенников. Есть ли контактные телефоны или сайты, куда может обратиться человек?
Или Контактные личные? телефоны, дежурная часть органов внутренних дел, Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, дежурный прокурор постоянно работает, то есть все в открытом доступе телефоны находятся. Ну и, может быть, еще, как я сказал, первый совет, если перевод был осуществлен платежным поручением, либо реальным, либо дистанционным через ваше приложение, все-таки обратитесь в банк с заявлением о блокировке этого платежа. Это самый верный способ. Хорошо, спасибо большое, Сергей Анатольевич, за то, что вы пришли, рассказали очень много полезной информации, которая действительно пригодится нашим телезрителям, чтобы не стать жертвой мошенников. Спасибо большое. Будьте бдительны. Прокуратура Республики Саха-Якутия информирует вас и предупреждает, чтобы не стать жертвой мошенников. В результате снятия денежных средств с банковского счета помните о том, что: первое. Сотрудники банка никогда по телефону или в электронном письме не запрашивают персональные сведения, серия и номер паспорта, адрес регистрации, фамилию и имя владельца карты, реквизиты и срок действия карты, пароли или коды из СМС-сообщений для подтверждения финансовых операций или их отмены, логин, пин-код, CVV-код на банковских картах. Это трехзначные коды на обороте карты. Также сотрудники банка не предлагают установить программу удаленного доступа на мобильное устройство и разрешить подключение к ним под предлогом технической поддержки, например, удаление вирусов с устройства и так далее. Они не предлагают перейти по ссылке из СМС-сообщения, включить переадресацию на телефоне клиента для завершения в дальнейшем звонка от имени банка. Под их руководством перевести для сохранности денежные средства на защищенный счет тоже не просят банковские сотрудники. Они не просят зайти в онлайн-кабинет по ссылке из СМС-сообщения или электронного письма. Банк может инициировать общение с клиентом только для консультаций по продуктам и услугам кредитно-финансового учреждения. При этом звонки совершаются с номеров, указанных на оборотной стороне карты, на сайте банка или в оригинальных банковских документах. Иные номера не имеют никакого отношения к банку. Пользуйтесь только надежными официальными каналами связи с кредитно-финансовым учреждением, а также официальными банковскими предложениями из магазинов, которые установлены на вашем гаджете. Не надо пользоваться подключениями к общедоступным сетям Wi-Fi, использовать пин-код или CVV-коды при заказе товаров и услуг через сеть интернет, а также по телефону. Нельзя сообщать коды третьим лицам. При использовании банкоматов отдавайте предпочтение тем, которые установлены в защищенных местах, например, в госучреждениях, офисах банков, крупных торговых центрах. Перед использованием банкомата осмотрите его и убедитесь, что все операции, совершаемые предыдущим клиентом, завершены. На клавиатуре и месте для приема карт нет дополнительных устройств, нет неисправностей и повреждений. Совершая операции, не прислушивайтесь к советам незнакомых вам людей и не принимайте их помощь. При использовании мобильного телефона соблюдайте следующие правила. При установке приложений обращайте внимание на полномочия, которые они запрашивают. Будьте особенно осторожны, если приложение запрашивает доступ для чтения адресной книги, отправку СМС-сообщений, доступ к сети интернет. Отключите в настройках возможность использования голосового управления при заблокированном экране. Применяя сервисы СМС-банка, сверяйте реквизиты и операции в СМС-сообщении с одноразовым паролем от официального номера банка. Если реквизиты не совпадают, то такой пароль вводить нельзя. При оплате услуг карты в сети интернет требуется всегда учитывать высокую вероятность перехода на поддельный сайт, который создан мошенниками для компрометации клиентских данных, включая платежные карточные данные, в связи с чем необходимо использовать только проверенные сайты, а также следует внимательно прочитывать тексты СМС-сообщений с кодами подтверждений и проверять реквизиты операций. Для того, чтобы избежать возможных хищений при проведении операций с использованием сети интернет, рекомендуется оформить виртуальную карту с установлением размера индивидуального лимита, который ограничивает операции для данного вида карты, в том числе с использованием других банковских карт, выпущенных на, например, ваше имя.
При возникновении малейших подозрений насчет предпринимаемых попыток совершения мошеннических действий следует незамедлительно уведомлять об этом банк. В связи с чем прокуратура Республики Саха-Якутия призывает жителей региона быть предельно внимательными и бдительными. Берегитесь мошенников. Если же вы стали жертвой мошенников, как можно быстрее обратитесь в ближайшее отделение полиции. Делитесь этой информацией с каждым, чтобы у мошенников не было шансов на обман. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.